Здравствуйте, уважаемые телезрители. Мы сейчас с вами находимся в городе Чехов. Битва титанов на ваших экранах. Бои по правилам ММА, как вы могли видеть во время заглавия нашей трансляции. И сейчас мы с вами увидим несколько поединков. И главный бой данного турнира — Благой Иванов против Рика Родригеса. Это именно эти бойцы выступают хедлайнерами турнира. А сейчас мы с вами увидим несколько рейтинговых поединков. Нам представляют судьи, нам представляют организаторов. Мы видели Александра Поветкина, который присутствует на данном мероприятии. И сейчас первый бой. Николай Денисов, Жаркын Байзаков. Николай Денисов, представляющий Россию. Жаркын Байзаков представляет Киргизию. Сейчас в ММА очень много спортсменов из Киргизии. Кто-то тренируется в России, кто-то тренируется в Киргизстане, но в любом случае именно сейчас большое нашествие киргизских спортсменов на смешанное единоборство. Выступают бойцы из Киргизии по-разному. Некоторые выступают не очень хорошо, кто-то получше, но в любом случае спортсменов довольно много. Никто его знает, может быть, совсем скоро количество перерастет в качество. Пока, конечно, качество зачастую оставляет желать лучшего, но посмотрим. Смотрите, Жаркын Байзаков проходит в ноги, бросает хорошо, очень амплитудно Николая Денисова, оказывается сверху. Правда, Николай шею прихватил своему оппоненту. Очень интересно, хочется отметить тот факт, если говорить о главном поединке данного турнира, Благой Иванов против Рика Родригеса, на всех афишах написано, что Благой Иванов представляет Россию. Хотя все мы знаем, что Благой Иванов — это болгарский спортсмен, но об этом мы поговорим чуть позже. Пока Жаркын Байзаков находится сверху, доминирует и выиграл начало поединка у Николая Денисова. Как мы слышим, кричат, чтобы Николай мочил, в кавычках, своего соперника. Но вот не получается у Николая, конечно, это сделать. Очень непросто бить оппонента, находясь снизу. И сейчас Жаркын оказывается в прекрасном положении и может вполне бой закончить удушающим приемом. Так, конец, по-моему, первого раунда. Нет, конец поединка, прошу прощения. Жаркын Байзаков все-таки смог победить Николая Денисова. И в первом поединке был сильнее именно спортсмен из Кыргызстана. Ну что ж, уважаемые дамы и господа, как вы все видели, побеждает в этом раунде золотой мальчик! У золотого мальчика есть имя, мы уже называли, Жаркын Байзаков. Итак, следующий бой. Мидер Шерматов и Игорь Гайдук. Я думаю, что бойцов друг от друга отличить будет достаточно просто. Сейчас справа от нас Игорь, слева его соперник. Вот сейчас сближается киргизский боец. На некоторое время оказался Игорь Гайдук внизу, но в итоге сверху сейчас Мидер Шерматов находится. Действительно нелегко, по крайней мере, Игорю Гайдуку сейчас. Мидер сверху. Такой неофициальный счет в матчевой встрече сборных команд России и Киргизии 1-0 в пользу киргизских бойцов. И сейчас Игорю просто необходимо
перехватывать инициативу в этой встрече, а то российские спортсмены, в принципе, могут и проиграть своим оппонентам. Первый бой и начало второго поединка очень нехорошо складываются для спортсменов из нашей страны. Вот и полотенце, да, выпадает. Ну, завершается этот бой не в пользу россиянина. Медер Шерматов побеждает. Интересно, какое прозвище у Медера. Одного золотого мальчика мы уже сегодня увидели. Журкына Байзакова. Итак, друзья, минута 20 техническим нокаутом. Победу одерживает Шерматов Медер. Ваши аплодисменты. Медер Шерматов.